Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Сегодня я хочу показать, как сделать вот такую многослойную вывеску, когда один текст наложен на другой и, возможно, даже присутствуют какие-то 3D-элементы. Ну что же, приступим. Я создам проект. Ширина заготовки у меня 300, высота 200, толщина 20. 0 по Z по поверхности материала, по X, Y в центре заготовки. Выберу хорошее разрешение, потому что, возможно, я буду использовать 3D элементы, чтобы они были немножко получше видны просто на экране. Удалю картинку, она мне больше не нужна. Сразу давайте наведем небольшой порядок со слоями. Слой с изображениями. Мне он больше не нужен, я его сразу удалю. Первый слой я назову дизайн. На этом слое я буду размещать сейчас все элементы моего дизайна, моей таблички. Сразу же добавлю еще один слой. Назову его верхний текст. На нем будет располагаться первая строчка текста, которая будет выше остальных. И сразу задам, пусть она будет у меня, например, синего цвета. Добавлю еще один слой. Назову его нижний текст. И сделаю его красным. Также добавлю еще один слой. Это у меня будет 3D элемент. Так и назову. 3D элемент. Пока хватит. По ходу дела, если понадобится, создадим еще слои. Лист пусть у меня будет один. Я пока так и оставлю. Один лист. Итак, выбираю слой дизайн, чтобы он был активный. И создам рамку. Воспользуюсь 3D коллекцией, клипартами, которые есть в вектрике. И перейду в раздел панели, щиты и выберу какую-нибудь панель, чтобы не выдумывать, не рисовать, чтобы ускорить, так сказать, процесс. Вот эту вот, например, перенесу ее на рабочее поле. Да, пусть он мне покажется. Как видите, в проект скопировались векторы самой модели и профили, по которым можно создать рамку. Какой профиль выберем? Давайте попроще. Вот это я выберу. Можно любой, а вот эти вот удалю. Они мне не нужны. Оставлю вот этот самый простой профиль. Сдвину его, чтобы он мне не мешал. И посмотрю, какого он размера. Ширина 19-20. Я уменьшу до 15 миллиметров. Пусть ширина рамки у меня будет 15 миллиметров. Высота 7,5. Хорошо, применить. Теперь выделю эти рамки и тоже уменьшу их размер, чтобы они вмещались в мою заготовку. Сделаю по ширине 290 мм. Так, 290 я хочу сделать, чтобы расстояние между рамками было 15 мм. Поэтому я выделю внутреннюю рамку, опять же переведу в размеры и сделаю, чтобы она была по ширине на 15 мм меньше внешней рамки. Воспользуюсь просто формулой. 290 у меня была внешняя рамка, минус 30 мм. По 15 с каждой стороны равно 260. Применить. Все. Рамка у меня готова. Теперь наберу текст и сделаю простую табличку в баню. Напишу, что напишу. Да так и напишу. Самое лучшее на отдельных строчках. Баня. А баня большими буквами напишу. Вот так. Закрыть. Выделю текст, щелкну правой кнопкой и выберу текст, разбить блок на линии. Теперь у меня каждая отдельная строчка получилась текста для удобства дальнейшего работы с ним. И начну с нижнего текста. Так, размещу по центру F9. И поменяю шрифт. Выберу шрифт. Times. Вот так и оставлю. И увеличу, например, до таких размеров. Я центрирую, чтобы он был по центру. Нормально. Оставлю так. Так как это чисто для демонстрации, я не буду сейчас сильно заморачиваться с дизайном. Это вы сами для себя будете когда делать. Если вдруг будете делать, то вы выберете тот шрифт и дизайн, который вам больше понравится. Еще я хочу только раздвинуть текст, чтобы обрабатывать потом. Вот здесь вот можно было его. Снова выберу текст, наведу между буквами, зажму Shift-Alt и вот так. 3 раза щелкнул. Видите, раздвинулись буквы. Только надо немножко, теперь я его уменьшу по ширине, наверное, чтобы
Так, давайте мы вот что сделаем. Давайте предположим, что я буду обрабатывать фрезой прямой, ну, хотя бы 2 миллиметра. Так, ну здесь нет, это нормально. Давайте я увеличу до 3,175. Так, здесь фреза будет проходить. Здесь везде она у нас так и будет, да, практически проходить. Опа. Ну, сейчас я подправлю потом. Так, а здесь она будет проходить. Все, нормально. Так, эту пока уберу сюда. Теперь займемся, давайте, верхним текстом. Я его тоже сначала раздвину немножко. Также Shift-Alt поверну вот так и увеличу. Ну, например, вот если так. Давайте посмотрим вторую строчку. Тоже увеличу промежуток между буквами и ее немножко увеличу в размерах. Ну, например, вот так пока оставлю. Так, хорошо, давайте сразу перемещу, выделю второй вот эту. Это у нас верхний текст. Сразу перемещу на слой верхний текст. А баня это у нас нижний текст. Перемещу ее на слой, соответственно, нижний текст. Выберу, чтобы активный был верхний текст и немножко позанимаюсь с ним сейчас. Ну, быстренько. Я хочу его немножко изогнуть, чтобы он изогнул. Возможности изогнуть. Можно по вектору, можно деформировать между векторами и прочее. Я выберу деформировать объект внутри рамки. Применить. И возьму, здесь щелкну. Немножко потяну сюда. Нажму S, чтобы сгладить. Надо было прямой текст сначала. Ну ладно. В общем, я его просто немножко хочу изогнуть. Вот так. Просто чтобы для визуального, так сказать, момента. Ну вот так. Хорошо. Только обязательно надо внутри деформацию. Он у нас сейчас преобразовался в вектора. То есть это уже не шрифт, как бы, а вектора. Ну и вот это тоже также преобразую. Деформировать внутри рамки. Этот вот изогнул приблизительно так. Ну, например, вот так. Пусть так и будет. Внедрить. Ну и сразу сгруппирую. Так. Так, у нас есть нижний текст, верхний текст. Ну и давайте добавим, так сказать, огня. Тоже из 3D коллекции, из клипарта выберу какое-нибудь украшение в виде, вот, похоже на дубовый лист. Меньше его в размере. Расположу так, как мне понравится. Вот так. Опять же таки, памятую только о том, что при обработке, чтобы у меня проходила фреза. Ну, вот так сделаю. Отражу ее на вот эту сторону. Зажимаю Ctrl-Shift-H. И у меня отразилось на эту сторону. Давайте я их выделю. И перенести на слой 3D элементы. Так, сейчас я на верхнем тексте выделю вот это лучшее и немножко ее поверну так, чтобы не очень много залезало на 3D элемент. Иначе я хочу, чтобы 3D элемент был сверху, как бы, и он будет закрывать букву. Ну вот так, например. Самая лучшая баня. Из меня дизайнер никакой, все вы это уже прекрасно знаете. Поэтому вы будете делать так, как вам будет нравиться. Сейчас чисто просто для демонстрации. Так, давайте продолжим. Значит, у нас есть все элементы дизайна, которые нам необходимы. Давайте сделаем рамку. Рамку я буду делать не как 3D элемент, а как молдинг. Ну, сначала давайте мы определимся с расположением нашей 3D модели в заготовке. Так, ее высота сейчас составляет 3 миллиметра. Давайте посмотрим, что это такое. 3 миллиметра. Маловато будет. И давайте я ее увеличу. Добавлю основание. Теперь она у меня будет 4 миллиметра общая высота. Ну и я хочу сгладить немножко края, чтобы они были не как бы рубленные. Я возьму и создам с видимой модели новую модель с добавлением уклона. Ну, сделаю вот, да, уклон. Вот 20-22 градуса применить. Видите, появилась новая модель. Если я сейчас закрою, перейду в компоненты, вот появилась новая модель. Старые элементы я скрою. Вот у нас такая модель, она уже более пологая. Ну и при обработке не будет таких рубленых концов, как обычно бывает в модели, если добавляешь основание. Так, давайте перейдем и посмотрим, где она у нас будет находиться. Вот так. Хорошо. Пусть будет так. Давайте я над моделью оставлю 1 миллиметр от плоскости.
моей заготовки. То есть ее глубина будет 5,016 миллиметра. Ну хорошо, пусть будет так. Замечательно. Ну что ж, давайте сначала я сделаю рамку. Как и говорил, выберу молдинг, выберу инструмент. Я выберу шестую фрезу диаметром 6, сферическую. Теперь с клавишей Shift выберу профиль. Зелененькое, вот видите, направление движения как бы. И зелененькая, она будет привязана, ну, не совсем так. То есть будет вот этот низкий край с этой стороны, а высокий край с внешней стороны. И я хочу сделать наоборот. Поэтому щелкаю здесь правой кнопкой обратное направление. Дальше же здесь я больше ничего менять не буду. Создавать острые углы. Смещение. Ну, сделаю 1 миллиметр смещения. Нет, использовать автоматическое смещение. Давайте посмотрим, что он нам мне сделает. Ну и здесь дам имя рамка. Вычислить. Давайте сразу посмотрим, что и получится. Так, только получается, что здесь вот глубина внутри будет прорезаться на 7,5 миллиметров. Нет, меня это не устраивает. Я сделаю смещение на 2 миллиметра. Еще раз посмотрю, что получится. Ну, вот так вот лучше. Хорошо, потому что внутри все равно я сейчас буду вырезать. Все, с рамкой мы разобрались. Давайте продолжим. Теперь, значит, верхний слой. На верхний слой я выделю вот эту еще рамку внутреннюю. И ее скопирую тоже на верхний слой. Давайте нижний слой пока скрою. Так, 3D элемент. Ведь здесь-то у меня не будет фреза проходить обрабатывание. Немножко я уменьшу. Так, ну так оставлю. Так, верхний слой. Выбираю, чтобы отображать только этот. Что у меня получается? У меня вот эти, что на верхнем слое. Перемещаю их на 3D элементы, чтобы они мне не мешали. Теперь выбираю фрезеровка выемки. Выбираю шестерку и 3,5 миллиметра диаметром. Концевые две фрезы выбираю для обработки. Так, на какую глубину? Давайте посмотрим еще раз. Так, сделаю тогда вот так по нулю. Толщина 4 миллиметра модель. Так, толщина это низ. А вот это у нас где будет? На какой глубине? Вот здесь вот у нас будет на глубине 2,5, почти 3 миллиметра. 3 миллиметра. Хорошо. Тогда буду делать на глубину 3 миллиметра. Так, глубина 3 миллиметра. Оставлю шестерку и 3,175. Офсет. Здесь я ничего менять не буду. Врезаний никаких делать не буду. Назову верхний текст. И привяжу к слою. Замкнутые. Верхний текст ассоциировать. Вычислить. Давайте посмотрим. Получается вот здесь у нас, да? Не проходит фреза. И вот здесь чуть-чуть не проходит. Так, давайте немножко отредактируем. Я сдвину чуть-чуть. И пересчитаю. Брошу последнее. Это вообще сброшу. И просмотр всех операций. Ну, так нормально. Готово. Давайте только единственное, что еще я подсвечу их. Верхний текст у нас готов. Давайте делать нижний. Для того, чтобы сделать нижний, нам надо к нижнему тексту добавить вот эту границу. Так, у нас 3D элементы еще на нижний текст заходят. Да? Поэтому давайте сделаем так. Делаю элементы, выделю элементы и сделаю ограничивающий вектор вокруг. Так, теперь скопирую на нижний текст слой. Вот это все, то, что было на верхнем слое, мне необходимо тоже скопировать на нижний слой. Верхний слой скрою, перейду на нижний слой, выделю вот это внутри все, что находится, вот эту всю графику, за исключением внешнего вектора, и соединить выбранные вектора. Перехожу и опять выбираю фрезеровка выемки. Значит, верхний текст выемку делали на глубину 3 мм. Значит, мы будем начинать с 3 мм и до 6 мм в глубину будем вырезать. Ассоциирую с нижним текстом, с векторами, расположенными на слое нижний текст. Те же самые фрезы оставлю. Считать. Давайте посмотрим. Так, сразу давайте я сделаю какой-нибудь серенький. Посмотрим, что получится. Ну вот получится вот так. Так, здесь, конечно, так, зеленый. Ядреный какой-то поменяю. Вот потемнее, чтобы было приятнее.
Вот так. Да, видите, мы немножко неправильно сделали. Нам надо было на первом слое, самое лучшее, тоже оставить для 3D элементов. Переходим на 3D элементы, выбираю вот эти вот два вектора обводки 3D элементов и также их копирую на верхний слой верхнего текста. И пересчитаю теперь верхний текст. Давайте посмотрим. Так, сброшу и просмотр всех операций. Вот. Теперь у нас вроде как правильно получается. Ну все, осталось нам только 3D элемент сделать. Это очень просто. Просто возьму и фрезой 1,5 по вектору. А вектор у нас находится на 3D элемент. Привяжу. Так, он не виден у нас. Надо его, чтобы он был виден, ассоциировать. Оставлю все как есть. Давайте посмотрим. Ну вот. Можно удалить, но все вроде как нормально. Немножко глубоковато, может быть, получилось. Поскольку минус 9 миллиметров. 0, 3, 9. Почему 9? Так, почему 9? Ну-ка проверяем. Правильно. На 6. Зачем на 6 здесь? Что-то неправильно здесь. Значит, стартуем мы с 3 миллиметров по второму тексту. И на глубину 3 миллиметра. Давайте еще раз сбросим. Вот 6. Вот так. Ну все, осталось только нам рамку вырезать. Давайте вырежем быстренько рамку. Давайте тоже ее перенесем на слой отдельный. Назову этот слой контур. Делаю его активированным. И вырежу по контуру. Снаружи конечная глубина Z. Толщина материала. В качестве фрезы выберу шестерку. Так, мостики я сейчас не буду добавлять, просто для того, чтобы для демонстрации. А так, конечно, надо добавить мостик. И я советую добавлять 3D мостики, только делать их чуть-чуть подлиннее и потолще, потому что они быстрее обрабатываются, фреза не останавливается при обработке для того, чтобы подняться, потом проехать, снова опуститься. Ну, сделаю плавное вырезание, так как назову контур. Ассоциировать выберу X-контур. При изменении, чтобы просто пересчитать траекторию. Рассчитать. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Да, не совсем, конечно, у нас что-то получилось. Почему? Так, хорошо, что можно сделать? Давайте немножко сдвинем внешний контур. Перейду на слой контур и немножко его уменьшу в размерах. 285 сделаю. Ну ладно, давайте так посмотрим. Снова пересчитать. Давайте я вот этих два только. Ну, в общем и целом понятно, как это сделать. Можно чуть-чуть еще уменьшить внешний контур и пересчитать траекторию. Такая табличка у нас получилась. Самая лучшая баня на свете. Ну, естественно, можно различный дизайн сделать. Сама технология понятна. Тут главная аккуратность, чтобы при расположении векторов на определенных слоях правильно их сочетать, объединять. Ну и, естественно, просмотр нам в помощь. Если что-то не получается, надо просто разобраться, исправить. И лучше всего, конечно, траектории привязывать к определенным слоям. Тогда проще можно изменять вектора на слоях. Главное смотреть, чтобы при изменении был активирован необходимый слой. Вот как я запутанно сказал. Ладно, все, на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч.